остался. Дал мне в тот день хорошенько сдачи. Вот и, девочки, и я как дикий тигр нападаю. Он как разъяренный самца. И пока я не успеваю напасть на него, он отбрасывает меня как какой-нибудь мешок с картошкой. Я вцепилась ему в лицо и сорвала все. Ой, девочки. Ну а потом он мне так двинул. Отлетело вон на такое расстояние. Ой, я думала, у меня череп на мелкие кусочки расколется. Одним словом, мне дочка на тот свет не Чем закончилась эта история, Тимофа? Ну какой у нас бывает итог? Слезы-то истерики. Учинила настоящую быстро. Я 3 дня с ним не разговаривали. А он говорит. Прежде чем верить в пустую болтовню, привела бы сначала ту, которая меня говорила, и ту, с которой я якобы встречалась. И спросила бы. И ушел. Как ушел? А потом вернулся обратно. Ну, конечно, вернулся, потому что меня на тот слух оказался правда. Ставил там, никого у него не было. Всего от тебя покоя ты не знаешь. Айша, язык Что ты такое-то? Ой, девочки, а так как он шофером работал, то бедняга целую неделю ходил в выпуск солидолом, чтоб не было видно остановки. Это что такое, Тимофа? Не знаю, что такое солидол? Нет. Что не знаю. А хочешь и знать? Да. Тогда закрывай глаза. А зачем? Закрывай, знаешь. Закрыть? Да. Ладно, закрывай. Так. Готово? Нет. Раз. Два. 3. Руки, что берегите! Ну вот, и пришел нам конец. Кто вы? Откуда пришли? Куда путь держите? Братец мой, мы из На деревни, месте стоять! Амир. Следуем за мужьями, которые ушли на войну. А где они? Мы получили весточку, что они на станции Раевка, голодные. Ни сегодня, ни завтра на фронт отправляются. Назад вернутся или нет, неизвестно. Что везете в телеге? Что скрываете? 4 курицы. Там еще кость. Покушать. И кое-что из одежды, чтобы переодеться. Больше ничего необычного. Вот, посмотрите, сами кажется. Смотрите, смотрите, вот. Вот, смотрите, глядите. Я не могу дальше вас пропустить, гражданка. А почему не можете? Раньше же можно было. Раньше можно было, сейчас нельзя. Вы же знаете, эти места перешли в ведомство военных. Спасибо. Справка. Да, да, конечно, мы знаем. Но у нас есть разрешительное письмо. Вот, держите. Красавица, это что, любовное послание для меня, что ли? Возьми обратно. Я не могу вас дальше пропустить. И все, разговор окончен. Кто у вас старший? Я старший! Братец, ты мой сделай! Ну, пожалуйста, ну пропустите нас! Мы
свою телегу и едьте обратно. А как это правда? Как приехали, так и поедете. Или теперь, когда мужей нет дома. Что? Домой не хочется, да? Ну? Если так, Ты! Ты солдат! И когда обращаешься с женщиной! Айша! Ружья! Азима, успокойся! Успокойся, Азима! Как тебя зовут? Алибек, Алибек! У тебя невеста есть? я не женат. А любимая? Есть. Как ее зовут? Клеева. Красивая? Очень. Любишь ее? Всем сердцем. Алибек, ты видишь этих измученных женщин? Они тоже любят своих мужей. У многих из них по двое и по трое детей. И мы вот уже 50 километров тащим на своих плечах эту телегу. Если дать эту телегу таким же мужикам, как ты, и попросить их ее протащить, то они не смогут сдвинуть ее даже с места. Ты меня понял? Успокойтесь, вы ушли из деревни, оставили детей, Роману дом. Не для того, чтобы вернуться обратно. И сейчас мы прямиком отсюда отправимся в Раевку. Если скажешь хоть слово или вздумаешь угрожать, то твой череп разлетится на мелкие кусочки, запачкался твоими Прости меня, слышишь? Прости меня, братец, прости меня, прости меня! Стой! Успокойтесь! Успокойся! Я знаю о твоей проблеме. Мы найдем решение. Опустите оружие. Опусти. И уберите свой пистолет. Солдат ни в чем не виноват. Он исполняет свой долг. Ведь он тоже чей-то сын. Где ваше письмо? Понятно. Дамы, даже если я вас пропущу, там вас и близко к станции не допустят. Ты сам нас пропусти, а там посмотрим. Пожалуйста. Хорошо, мое дело вам сказать. Багиров, Я! возьмешь письмо, будешь сопровождать женщин. Когда дойдете ко второму посту, покажешь его. А дальше направив на Раевку, прямиком возвращайся обратно. Есть! Это все, что я могу сделать для вас. Будьте здоровы. Стань солдат. С тобой потом разберемся. Прости меня, брат. Если бы мир не сошел с ума, я бы никогда так не поступила, слышишь? Мы бы с тобой даже не встретились. Прости меня. За мной. За мной! Марсия! Да иду я. Марсия! Алло? Да, я поняла. Хорошо, поняла. Что, Марсия? Что там?
Говори. Даша, вы. Но это обычная проверка связи. Друзья. Не сидите вы здесь так, идите домой. Даша, Председатель. 2 часа ночи. 2 часа ночи, ты на почте сидишь. Иди домой, иди отдохни уже, а? Ну как я могу отдохнуть, председатель, когда наши женщины ушли одни? Хотя бы какую-нибудь весточку прислали. Вот сижу здесь один охраняю. Даша, ну ты тоже скажешь. Чего? Ну это же наши женщины. Они себя в обиду не дадут, и пока своего не добьются, назад не приедут. Поэтому ты будь спокоен, все будет хорошо, Даша. Пойдем, провожу тебя до дома. Ну ладно, председатель, хорошо. Марсия, только точно. Позови меня, когда сюда что-нибудь весточку пришлют. Я проконтролирую. Хорошо. А то ведь враг тот, что напал на нас, очень сильно, очень безжалостен. Вы даже представьте себе. Вымойте ваши руки. Постараемся хоть немного походить на женщин, а не на ломалых лошадей. Рейхан, если можешь, убийство. Постарайся сделать так, чтобы твой Гунгулева не заметил твои больные ноги. Девочки, я вам всем обузы стала. Я какая стала обузы вставай. Я попробую. Давай, ты сильно. Ай, больно! Давай ты все сможешь. Рейхан, давай. Умру на этом месте! А Гунгулебаса ему я приду на своих ногах! Вот и правильно. Правильно. Впереди, мешки. Давайте, вперед, вас. Ты нам помогешь. Я должна была надеть это платье на свою свадьбу. Но надеваю здесь. Пути Господни неисповедимы. Но и на этом спасибо тебе, Создатель. Бери ручку и приходи в контору. Сегодня же пишите заявление и приступайте к колхозным работам. Ты написал? А ты прям не знаешь, что я собственного имени написать не могу. Безграмотный я. Ну, дедушка, ну не молчи, ну что же они сказали, ну? Что, ну? Лошадей хотят наших забрать. А это тебе зачем? Он уже не стреляет. А ты почем знаешь? Так ты же сам сказал, что не стреляет. Если Камар-бабай захочет, выстрелит. Да деда! Что деда? Сказал выстрелить, значит выстрелит. Да не выстрелит, не выстрелит. И вообще, зачем тебе из него стрелять? Тише, тише, Юра. И у стен есть уши. Еще кто услышал? Ну, да не собирайся я ни в кого стрелять. Я просто хочу припугнуть этих, которых
Ну, которые за нашими лошадьми хотят прийти. Вот. Дед, ну так бы и сказал. Вот. Что ты вообще, какое право не имеет на это? Ой, внученька, не знаю я про их права ничего. Знаю только, что они хотят сделать из них посевных. Из моих-то скакунов! Они не созданы для этого. Они должны той украшать, а не плуг. Дедушка, ну не волнуйся ты так. Я свободный человек. Я сторожу свой очаг. Меня так учили. А они хотят из меня сделать сторожа. Колхозного сторожа в мои-то годы. Да даже если я захочу, я уже, у меня на это и сил-то не хватит. А там посмотрим. Ты, внученька, не бойся. Комар-бабай будет стоять за своих, пока он дышит. Дедушка, смотри. Ох, Дедушка. легок на помине, сукин сын. Ну, сейчас я тебе покажу. Держи, держи. Дедушка, ну сколько можно? Для храбрости. Давай сюда. Внученька, ты спрячься. Если что, садись на лошадь и скачай сюда. Дедушка, Поняла? ну не преувеличивай ты так, ну как уж тебе сколько? Иди сюда. Ассаламу алейкум! Сюда иди. Стой. Ты кто? Кто я? Это я тебя спрашиваю, кто ты? Я кто? Я никто. Чего надо? Зачем пришел? Домой хочу. Я очень хорошо знаю, кто ты. Держи. Ага. Сынок, ты послушай. Давай не будем про заявления, про лошадей, да? Пойми, внучка, эти две лошади, это вся моя родня, это все, что есть у меня. Понял? Да скажи хоть слово, что язык проглотил. Не знаю, от чего начать. Как это не знаешь? В конторе вы все прекрасно знаете, с чего начать. Заявление пиши, лошади. Не нужны мне ваши заявления лошади, Комар бабай. Я за внучкой за ваших пришел. То есть за ее рукой и сердцем, Комар бабай. Прошу. Что? Мехир? Мехер? Держи. Ага. Ну и времена, а? Раньше старейшины приходили по этому поводу, сватались. Дай сюда. Пошел вон, молодой человек. Чего? Вон, сказал отсюда! Дедушка, ну послушай ты его! А ты давай не молчи, говори! Ага. Говори! Чего? Чего? Послушай, чего? Комар бабай. Я. Салам алейкум. Комар бабай. Я сирота. Я вырос в доме. После дома пошел служить, отслужил. А теперь пришел к вам с благими намерениями. Это- Теперь не прибывайте мне, Комар бабай. Как там-то? Вот привели, все испортили. Это и так понятно. Ну, где вы познакомились? О, может, ты уже здесь не первый раз? Дедушка, да не бойся, ты не стреляй там! Стоп! Не стреляй! Про скачки скажи! Про скачки! Комар бабай, Комар бабай. Я наездник. Наездник. Эх, идемте, присядьте. Помните скачки на свадьбу от Ажабы? Ну, Вот там и познакомились с Мехи. Наездник я. наездник. Да. Сейчас у меня тут хочется. Из чего ты решил, что моя внучка за тебя пойдет? Стой! Ага. Мехик! Мехик! Ну, Мехик, наездник-то по твоим сердцем прискакал. Ну, что молчишь? Ну, говори, наездник. Комар бабай. Спросите сами. Обалдел! Ну,
Слышно меня? Но если только дедушка согласится. Вот! Вот! Такое должно быть воспитание у девушки. Куда это вы идете? Вы что, не видите, знак запрещено? Откуда вы? Мы из села Амины. Наши мужья ждут нас на вокзале. Мы попрощаемся с ними, передадим кое-что из того, что принесли, и сразу уйдем. Пропустите нас, пожалуйста. Мы издалека приехали. Женщины, вот видите тех людей в очереди? Больше 2000 человек. И ваши мужья среди них. Пока вы найдете их, уже время выйдет. Сейчас, погрузив их вон на этот эшелон, увезут со станции. Что ж, так и придется уйти обратно, не увидевшись. Неужели нельзя найти какой-то выход? Пожалуйста, может, можно что-то придумать? Пожалуйста, очень вас просим. Встаньте, что вы делаете? Не надо! Пожалуйста. Не надо! Вы лучше идите на следующую станцию. Отсюда недалеко. Успеете. А где эта станция находится? Где это? Если перейдете через вот тот бугор и немного пройдете, увидите станцию. А когда уходит эшелон? У вас еще есть более получаса. Успеете. А он останавливается. А вот этого я не знаю, женщина. Если повезет, остановится, а если нет, значит не судьба. У нас вам только одна просьба. Если вдруг эшелон не остановится, пожалуйста, передайте вашу передачку. Как я могу найти их среди такого количества людей? А вы просто кликните ребят из Амир, где бы они ни были, они сразу отзовутся. А это вам от нас, от чистого сердца. Уберите это! Что вы делаете, честное слово? Нет, вы нас не поняли, что вы. Это вам от нас на память. Убери, я сказал! Сейчас всех вас вместе с телегой арестую. Так, ладно. Дайте ему мешки. Спасибо, Ильич. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Девочки, полчаса. Долгих лет тебе, братья! Век не забудем твоей доброты!
во имя всего священного, во имя всего мирского, остановитесь, люди. Не нужно смотреть с прохладцей, не нужно смотреть сурово на миллионы судеб. Во имя всего небесного, во имя всего земного, остановитесь, люди. То, что несет всем беды и горе несчастья большого, вечно таким и будет. Во имя всего бессмертного, во имя всего живого, остановитесь, люди. Все мы, и стар, и млад, денно и ночно мечтаем о мире, о высшем чуде, во имя всего божественного, во имя всего людского. Остановитесь, люди. Всякий, кто зло затеял, покуда еще есть время, зло совершать откажись. Доверие, мира основа, народы, единое племя. Да здравствует мирная жизнь! Да здравствует мирная жизнь! Да здравствует мирная жизнь! Праздником Победы вас, доблестные защитники Отечества, герои военных лет священным очагам. Героическая жизнь и славный ратный путь, пройденный нашими великими предками, являются истинной школой патриотизма, беззаветной преданности родной земле и доблестного служения священной отчизне. Герой Аркадака, Гурбангулы, Бердымухамедов.